Начало 60-х годов прошлого столетия ознаменовало событием общечеловеческого значения. Человек вырвался в космическую орбиту. За первым полетом советского космонавта Юрия Алексеевича Гагарина в звездную высь устремились целые эскадры кораблей. Человек начал стремительно осваивать внеземное пространство, вышел в открытый космос, совершил посадку на Луну. Наступило удивительное по своей притягательности время, когда звезды стали ближе, космос доступнее, а детство стало грезить межгалактическими полетами. Мальчики наперед знали имена всех космонавтов. Трескучими зимними ночами, хватаясь за уши, наблюдали за полетом спутников и космических кораблей. В 1971 году учитель географии Иван Данилович Жирков во вторых всероссийских соревнованиях юных ракетчиков в городе Нальчике, Кабардино-Балкарской ССР, встретился с председателем секции школьных музеев авиации и космонавтики Евгением Марковичем Матыськом. Евгений Маркович тогда посоветовал молодому учителю организовать в своей школе музей космонавтики и авиации. С этого все и началось. В 1972 году Иван Данилович организовал в своей школе кружок ракетомоделирования, а в 1974 году в школе был открыт музей космонавтики и авиации в республике. Музей имеет в основном фонде более 8000 экспонатов и разнообразных коллекций, в том числе марок более 20 государств, значков, имеющих более 52 разнообразных тем. Экспозиция музея состоит из 25 разделов. В музее собрано много материалов, методический фонд насчитывает около 1000 литературы. Сейчас о нашем музее в народе говорят «Близкий космос». Сотни ребят прошли ежегодно через школьный музей. Он стал своеобразной кузницей творческих способностей детей и их воплощения в виде ракет, космических кораблей, планетоходов, луноходов. Члены кружка ракетомоделирования школьного музея участвовали в различных конкурсах и соревнованиях. Здесь вы видите экспонат межорбитального космического корабля «Сулус», который изготовили пушковцы в 1983 году. Космический корабль «Сулус» был участником 13-го всесоюзного конкурса «Космос» и был удостоен медали «Юный участник ВДНХ СССР». С момента создания всего занимались в музее более 400 кружковцев и экскурсоводов. Экскурсоводы музея включаются в исследовательскую поисковую работу, выступают с докладами, пишут рефераты и участвуют на научно-практических конференциях. Так, например, наши экскурсоводы участвовали на всероссийских королевских чтениях, на молодежных циолковских чтениях в городе Кирове, а также на международном конкурсе проекта «Звездная эстафета» в городе Москве, в Звездном городке. Мы поддерживаем связь с авиаторами Якутии. Они неоднократно посещали в наш музей,
встречались с учителями школы, с учащимися, общественностью села, проводили беседы с учащимися. В 1904 году акционерная компания «Полярные авиалинии» подарила списанный вертолет Ми-2, который стал гордостью нашего музея. Также мы уже много лет сотрудничаем с авиационно-техническим училищем имени Валерия Ильича Кузьмина и аэропортом Якутск. Встречаемся с авиаторами по профилактационной работе. С огромной гордостью и благодарностью вспоминаем самые исторические события маленькой деревни, где жители с волнением встретили дорогих гостей. В 2011 году приезд героя России, летчика-космонавта Романа Юрьевича Романенко, министра Амурской области по строительству космодрома Восточный Константина Васильевича Шмарова, начальника психологической подготовки космонавта в Звездном городке Саргланы Егоровны Захаровой. В 2016 году приезд летчика-космонавта, героя России Олега Дмитриевича Кононенко со своей семьей, а также генеральный директор РИКСАТ Алексей Анатольевич Кучейко и руководитель департамента образовательных программ РИКСАТ Ольга Юрьевна Мороз. В настоящее время наш музей является членом Всесоюзного аэрокосмического общества, с 1999 года член Ассоциации музеев космонавтики России, а в 2017 году наш музей включен в справочник туриста по России космической.